Друзья, всем привет! На дворе у нас месяц август, идет пора заготовок. Ни дня без заготовок. Собираем ягоды, это малина, черника, смородина, черемуху вот сушим в сушилке. В зависимости от погоды каждый день делаем заготовки. Грибы, ягоды. Ну а если идет дождь, если погодные условия не позволяют делать заготовки на улице, то мы продолжаем делать заготовки уже дома, под крышей дома своего, как говорится, в нашем деревенском доме. И сегодня мы будем делать рыбные консервы. Если вы помните, весной, когда я ловил рыбу хорошо, ведрами, я вам говорил, сейчас вот это мы засолим в ледник, а для консервов, для ребрышек мы поймаем рыбу на продольнике. Так вот, весна наступила, пролетела очень быстро, вода упала очень быстро, и рыбалка на продольнике у нас немного не получилась. Консервы не получились, ребрышки не получились. И вот всех язей, то, что я ловил по несколько штук, когда-то 3, когда-то 4, когда-то 5 язей, мы отдельно все замораживали и укладывали в морозильник. И так вот, когда собралось вот количество, необходимое для одной закладки, то решили замутить, вот сделать консервы. Здесь около 8 килограмм рыбы, уже нарезанной, почищенной, без головы, без чешуи, без хвостов, чисто порционные кусочки. Это рыба-язь, пойманная где-то в течение, наверное, последнего месяца. По 2, по 3, по 5. Все заморозили, сейчас все это почистили, разморозили, порезали, все готово к консервированию. Баночки помыты, 15 банок, крышечки готовы, растительное масло, перец горошком, лавровый лист, соль, ложка. Вот и все, что необходимо для консервирования. Прикупил недавно вот индукционную плиту. Вещь вот такая вот, очень помогает. И сегодня мы будем консервировать при помощи этой индукционной плиты. Посмотрим, как она себя покажет. Так, ну что, поехали. А консервировать мы сегодня будем при помощи автоклава Вейн. Это вот такой вот автоклав. Автоклав Вейн. Он еще новенький у нас. Будем консервировать на нем впервые. Пришел вот такой вот упаковочке компании «Русская дымка». Все четко упаковано, вот все в пенопласте. Пришло без повреждений. В общем, разобрал я его, прочитал инструкцию, и сейчас мы коротко разберемся с этим автоклавом вместе с вами. Интересная деталь в этом автоклаве. Вот здесь вот такое вот отверстие. Сюда ставится, можно поставить просто заглушку, вот так вот, затянуть хомутком через уплотнительное кольцо и просто заглушить это отверстие. Но отдельно сюда продается спираль с блоком управления. То есть мы сейчас будем готовить на индукционной плите. А также можно, если заказать отдельно спираль с блоком управления, там 10 тысяч, не помню точно с чем он стоит, что-то 10 копейками. Сюда вставляется спираль, закрепляется, и тут блок управления. И можно как на микроволновке, на мультиварке, вернее, ввести программу, допустим, и оно само будет все готовить. Но это, возможно, сделаем в будущем, пока мы приготовим это дело на индукционной плите. Ну что, приступаем к сборке. Поехали. Давайте сначала закроем заглушку. Для этого уплотнительное кольцо, сама заглушка.
Вот это раз, два и три. Так, ну все, затягиваем. Все, заглушили. Так, поехали дальше. Теперь ставим фальш дно. Так, смотрим. Ага, ножками вниз. Вот оно. Так вот будет у нас внизу. Здесь, если у нас будет спираль, то она будет входить между этих ножек. Вот так вот спираль. И можно обходиться без всяких плиток индукционных, газовых. Установили. Так. Ну, дальше пойдут у нас, когда уже банки. Слой банок. На слое банок получается вот такая перегородочка будет. На второй слой вот такая. Но это в будущем. Так. Здесь у нас все понятно. Шланг силиконовый. Парогаситель. Ну, в принципе, это мы сделаем уже, когда соберем, когда приготовим наши консервы. Непосредственно перед приготовлением. Потому что смысл сейчас все готовить, проверять. Мы сейчас все запакуем. Зальем по инструкции, сколько надо воды. И запустим нашу чудо-машину. Приступаем. Здесь у нас, кроме всего этого, есть рецепты домашнего консервирования. Открываем рецепты. Рецепты каш, рецепты консервов мясных, консервы из рыбы. Так, рыба обжаренная в масле, рыба натуральная в масле. Обжаривать мы сегодня не будем. Сделаем рыбу натуральную в масле. Ингредиенты. На пол-литровую банку нам понадобится. Тут есть и на пол-литровую, и на литровую также. На пол-литровую банку нам понадобится на одну банку рыба без головы и внутренностей 500 грамм. Вот, собственно, сама рыба. Соль 5,5 граммов. Перец черный горошек 3 штуки. 3 горошка. Лавровый лист 1 листик. Масло растительное 15 грамм. Итак, исходя от рецепта, если на одну банку надо 500 грамм рыбы, соли 5,5, перца 3 горошка, но перец, лаврушка, масло это ладно. 500 грамм на одну банку, у нас 15 банок. Это значит 15 умножаем на 500, 7,5 килограмм. Мы сейчас взвесили, 7,600 стало. На 100 грамм больше, но ничего страшного. 100 грамм это ничего страшного. Соли 5,5 на одну банку. Это значит на 15 банок. 15 на 5, 25, 75 и 7,5, 82,5 грамма. Так. Это, грубо говоря, 3 столовые ложки соли нам надо будет на эту рыбу. Ну все. Перемешиваем рыбу с солью. Раскладываем перец,
лаврушку в банки, накладываем в банки, заливаем растительным маслом и все готово. Поехали. Так, 3 столовые ложки. Давайте сделаем с горочкой. Раз, 2 и 3. 3 столовые ложки соли. Все. Соль убираем. Ложка нам еще пригодится. И все это хозяйство. Руки помыты, чистенькие. Я сегодня после бани. И все это хозяйство перемешиваем. Хорошенько перемешаем, чтобы все просолилось, все равномерно. Итак, рыбу мы хорошенько перемешали, соль все равномерно. Баночку мы закинули, как по рецепту, одну лаврушечку, 1 лавровый лист. Если крупный лист, я делил поровну на 2 части. И по 3 горошинки перца. Вот такая вот у нас картина получается. Раскидал ровно на 15 банок. Ну, в принципе, все. Рыбу посолили, перец, лаврушку положили. Остается заложить рыбу нам в банки и залить столовой ложкой растительного масла. Поехали. Равномерно раскладываем рыбу по банкам. Важно оставить пару сантиметров от горлышка, потому что в течение консервирования, чтобы не выходило через крышку. В общем, ровно укладываем и оставляем пару сантиметров. Так, сначала примерно вот так вот упакуем все банки, а потом, если что останется, еще сделаем по кусочку. Это вот так. Так, ну вот, в принципе, и все разложили. На 100 грамм все-таки, наверное, было лишнее, потому что буквально вон, пару банок, ну, распихал еле-еле, где-то в норме, как бы пару сантиметров осталось до верху банки, а где-то вот как вот это получилось практически полное. Но это возможно еще из-за того, что вот есть пустое пространство. Некоторые язы были крупные, и как бы не получилось плотно мне прижать, и как бы воздух там внутри получился, но это ничего страшного. Все сварится, все уварится, все уляжется, все как надо. И завершающий этап — это ложечку растительного масла. По рецепту 15 грамм. Ну, я так думаю, маслом консерву не испортишь. В общем, на каждую баночку столовую ложку растительного масла. Ну вот. Как-то вот так. Крышечка у нас. Все. Все готово. Рыба на месте. Перец, лаврушка на месте. Масло разлили. Остается только закрутить. Это СКО надо закручивать, а твистов все это делается намного быстрее. Раз, и готово. Без лишнего фанатизма, но в то же время прилагаем усилия. Баночки новые, сейчас покупал
в Ухте, когда ездил последний раз. Но такие банки, если пользоваться аккуратно, можно использовать по несколько раз. Главное, чтобы не было сколов, трещин. Перед каждым консервированием надо все проверять. Намного быстрее, чем с закруткой получается. Мне больше нравится горошек с такими банками работать. И открывать намного удобнее на природе. Кто не знает, как открывать вакуумные, ну тут будет вакуум, очень тяжело открывать. Просто переворачиваешь, бьешь под днищу банки и открываешь. Ну все, все готово. Поехали дальше. Вот такой у нас фальш дно. То, что мы из двух половинок туда бабахнули. Там, если вместо этой заглушки, повторюсь, можно поставить спираль с блоком управления. Ну а теперь давайте. Так, сначала надо залить воду, наверное. Сейчас посмотрим. Так. Тут у нас рецепты перед началом использования. Это мы посмотрели. Ага. Перед первым использованием необходимо проверить автоклав на герметичность. Для этого наполните автоклав 5 литрами воды. Так, ну, мы это уже скажем, что сделали. Ага, вот и рисунок. В общем, порядок работы. Подготовьте чистые банки, винтовые крышки и продукты для консервирования. Это мы сделали. Продукты консервирования достаточно промыть, разрезать на порционные куски, уложить в сыром виде чистые банки, которые необходимо наполнить по плечики. Сделано. Чуть больше, правда, ничего страшного. Продукты не утрамбовывать. Добавить соль, специи и пряности по вкусу. Установить автоклав на любой тип плит и установить фальш-дно в корпус автоклава горизонтально ровно. Далее сделали автоклав наполнить 5 литрами воды, чтобы уровень воды не скрывал фальш-дно, и нагревательный элемент, если он есть, был полностью погружен в воду, как показано на рисунке. Все понятно. В общем, сейчас берем 5 литров воды. Наливаем в автоклав 5 литров, чтобы, если есть спираль, она была скрыта полностью и не больше, чем вот этот уровень фальш-дно. Оно где-то у нас вот так получается фальш-дно, чтобы его не скрывать. Так что сейчас наполняю 5 литров воды и заливаем. Вот и наша водичка подоспела. Заливаем. Ну все по инструкции. 5 литров. У нас, если бы здесь, допустим, были спирали, их бы скрыло 100%. И как раз практически дошло до фальш-дна. Но не скрывают. Вот. Видно, не видно, не знаю. Ну, в общем, до сюда вот здесь. Здесь вот фальш-дно. И не скрыло. И теперь все, нигде не течет, все нормально. Все нормально. Кран закрыт, кран закрыт. А теперь закидываем банки. Раз.
Два. Три. Четыре. И 5. Так. Все ровненько. Теперь берем две половинки. Правда, не знаю почему, но по инструкции нужно так. Раз половинка. И два половинка. Где-то вот до сюда у нас получился слой банок. Второй слой пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, а шестая бы влезла, нет? А, не, чуть-чуть вот не влезает посередке. Чуть-чуть. Так. И еще две половиночки. Раз. И два. Вот так вот где-то у нас. И последний слой банок. Раз. Два. Три. Четыре и 5. Все готово. Вон какая красота получилась. Вон. Баночки тютелька в тютельку вон доверху. Так, и теперь получается собираем крышку. Ставим уплотнительное кольцо. Ровненько так. Крышку. Так. Без разницы, надеюсь, как. Вот так вот поставим. Ага. И кламповое соединение. Раз. Насчет этого, у этого автоклава как бы свое преимущество есть. Не надо крутить там несколько винтиков, болтиков, как на некоторых автоклавах есть. Достаточно закрутить одну гайку, вот здесь вот раз, и она все стягивает. Так, для этого здесь где-то был ключ. Вот он ключ. Ага. Вот так вот. Так, надеюсь, хватит. Эту с дури можно и шею свернуть. Так, также этот автоклав может
работать как самогонный аппарат. Сюда можно подсоединять колонну и аля-улю. Можно готовить домашние напитки, крепкие и не очень. Но колонну я тоже пока заказывать не стал. Попробую сначала в деле как просто вот такой. Так, это у нас шланг. Это сюда. Вот. Дышащий клапан, что немаловажно. Вот. Он дышит, воздух уходит. При необходимости закрывает, и он остается. Так, вот это сюда. Так, может все-таки посмотреть инструкцию, но тут по-другому уже не собрать. Это вот сюда. Это вот сюда. Главное затянуть все. Так, все правильно. Клапан ниже. И затягиваем. Как-то вот так. Затянули. Ну вот, в принципе, и все. Нам осталось теперь только подсоединить шланг сюда. Ага. И отпустить на конец шланга, как его, парогаситель на конец шланга, и отпустить в воду. Порядок работы. После загрузки банок доводим автоклав до температуры кипения с открытым воздухоотводным краном. Открываем кран с открытым краном. Установлен на крышке автоклава для выхода излишек воздуха. После достижения температуры кипения и обильного паровыделения, вот отсюда будет выходить пар у нас, получается, по этой трубке. Закрываем кран и доводим температуру до требуемого значения в зависимости от типа продукта. Нам надо 115 градусов, получается, довести его до 115 градусов. По достижении требуемой температуры для поддержания режима готовки требуется мощность примерно 500 Вт. Мы это отрегулируем с помощью нашей плитки. По окончании времени необходимо выключить плиту и дать остыть автоклаву. Не открывать обратный клапан, автоклаве предохранительный клапан сразу после готовности. После остывания ниже 60 градусов извлечь банки из автоклава. Ну, все ясно, в принципе. Остается нам подсоединить трубку, хомутики. Это сюда. Это для пара. Так, это сюда. Ну все, у нас даже получается лишних запчастей не осталось, как обычно бывает. Все пригодилось. Это парогаситель зачем-то. Ну, надо так надо. Нет, у нас все-таки одна лишняя запчасть осталась. Такой вот хомутик один остался.
Это, скорее всего, вот сюда. Или для слива воды. Вот сюда. Оба. Вот сюда. Нет, не сюда, это точно. Значит, сюда. Здесь еще должен быть шланг, где-то излишки пара. Вот это предохранительный клапан, он работает. В принципе, все. Ключик убираем, книжки убираем. Сейчас, пока нагревается, мы это дело найдем баночку с водой. И давайте сюда вот посередине запустим нашу новенькую, не новенькую, уже 2 недели где-то пользуюсь, индукционную плиту. Запускаем. Сколько там у нас надо варить? По рецепту до готовности консервы из рыбы. Пол-литровые банки. Температура стерилизации 115 градусов. И варить пол-литровые баночки нам надо 25 минут всего. Если были бы литровые, 30 минут. Если были бы 350, то 20 минут. Нам надо варить 25. Пока она доходит до кипения, не считается. Вот дошло до 115 градусов. Когда покупал эту плитку, специально купил до 20 килограмм. Есть до 10, это до 20 килограмм. Как бы почитал отзывы, пишут то, что для консервирования эта плитка подходит очень и очень хорошо. Ну, проверим. По центру установили. Ну и все. Запускаем. Так, засекаем время. Поехали. Максималку поставим. Где у нас максималка? Вон, 2000 градусов. И посмотрим. Так, все закрыли. Тут мы пока... Так, это закрыть. Это открываем. Все. Этот клапан открыт. Получается, когда закипает здесь вода, когда происходит активное паровыделение, мы закроем этот кран. Температура должна подняться до 115 градусов. Давление тоже должно подняться. И горшок должен варить. Ждем температуры кипения. Так, ну что, наш горшок варится. Прошло времени, скажу сейчас, 1 час и 7 минут примерно. На термометре, на градуснике показывает 100 градусов. И как по инструкции, вот начинается выходить лишний воздух. Выходит лишний воздух. Сейчас мы немножко еще подождем, чтобы он начал выходить. В общем, где-то 1 час 10. На индукционной плите у нас 2000. И при этой температуре у нас 1 час 10 закипело до 100 градусов. Любая другая плитка будет давать другие показания, потому что нагревается каждая плитка по-разному. Газовая так. Этот автоклав работает на всех плитках по инструкции. Спиральные, газовые, индукционные, стеклокерамика. На всех плитках можно работать на этом автоклаве. И также, вот повторюсь, сюда можно будет вместо этой заглушки поставить спираль, блок управления. И она будет без всякой плитки работать с помощью спирали. Возможно, так она закипит даже побыстрее. Так, ну что, надеемся, что лишний воздух уже весь вышел.
Что у нас там по температуре? 100 градусов. Вот. Все четко, все выходит. Закрываем, и по идее после того, как мы закроем этот кран, должно начать подниматься давление. Максимальное давление, там предупреждение, что больше 1,5 атмосфер нельзя, чтобы превышало больше. Рабочая температура от 1 до 1,5. Так, ну все. У нас пар выходит. Час 10 после начала. Закрываем. И ждем, пока температура поднимется до 115 градусов. И только после этого начинаем отсчет времени 25 минут. Все, закрываем. Все. Здесь закрыли. Кран закрыли. Сейчас, по идее, должно начать подниматься атмосферное давление там внутри до 1,5. Вот 1 атмосфера, вот здесь 1,5. Будем следить. Вот, пошла температура подниматься. Так, это 100. По центру будет 110, а нам надо 115. Короче, вот здесь вот где-то. Поднимется до 115 и будем убавлять. Потому что по инструкции написано, чтобы не больше той температуры, но плюс 3 можно максимум, не больше. Вот как быстро у нас начала подниматься температура после того, как мы закрыли клапан. Сейчас немножко подождем до 115 и будем убавлять температуру. Так, как мы видим, температура поднялась до 115-116 градусов. Давление у нас где-то 0,5 атмосферы. Чуть больше, меньше атмосферы. И будем потихонечку убавлять температуру. Сначала до 1200 поставим пока. И будем следить. Если будет температура падать меньше, чем 115, будем прибавлять. В общем, будем регулировать. Так, с момента включения у нас через час где-то закипело. Еще через полчаса температура достигла до 115 градусов. И это время мы засекаем 25 минут. Сейчас вот 25 минут. Это значит без 10 будет готово. Все. С этого момента время, которое до 115 градусов, пока оно греется, в счет этого не идет. Вот температура 115. С этого момента засекаем 25 минут. Так, ну вот, положенные 25 минут мы варили. Температура убавил сначала до 1000, потом до 800, 600. Короче, в общем, в среднем 600-800 регулировал. Давление не поднималось выше 0,8 атмосфер. Температура где-то от 115 до 118-17 вот так вот держалась. Смотрел внимательно. 25 минут отработало. Все. Выключаем. Выключили. Теперь сразу открывать ни в коем случае нельзя. Надо подождать по инструкции, чтобы температура упала до 60 градусов. Ну, можно и ниже, ничего страшного. Так что утро вечером мудренее. Завтра утром просыпаемся, смотрим температуру. И если температура упала до 60 и ниже, откроем автоклав и продегустируем, посмотрим, что у нас получилось. А теперь ложимся спать. До завтрашнего утра. Утром увидимся. Ну вот и наступило у нас утро.
Вернее, прошло где-то около 5,5 часов. И посмотрим, что же у нас получилось. Температура упала так 40-50 градусов. По инструкции написано, что должна быть не более 60, так что надеемся, что давления там излишнего нет. На всякий случай потихоньку, медленно попробуем открыть кран, где должен выходить воздух, и посмотрим, есть там воздух или нет. Есть, воздух есть. Потихоньку стравливаем лишний воздух. Потихонечку. Вот и все. Теперь там точно нет избыточного давления. И можно спокойно открывать крышку. Вот, кран полностью открыл. Значит, там давления больше нет. Так, ага, без ключа не открыть еще. Открываем. Хозяйство можно пока отложить в сторону. Ух ты, как прикипело-то, а. Угу. Опа, вот так вот. Так. Вроде рыба не пахнет, значит все банки целы. И поднимаем. Опа-на! Вот так вот. Плитку в сторону. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас вот такая вот картина. Как мы видим, рыба полностью в масле. Ложили доверху, это все уварилось. И вот по плечике у нас масло как раз. Так. Консервы — это очень удобная штука, кстати. Когда, допустим, вдвоем идешь на рыбалку, просто короткий перекус, достаешь просто хлеб, баночку консервов, и все, ты сыт. Не надо ничего готовить, очень и очень удобно. Так, мы видим. Все получилось, все баночки у нас целые. Так, остался нижний ряд. Три, 4,
Ну вот и все. В принципе, воды осталось столько же, сколько и было. Как-то вот так процесс прошел. А теперь приступаем к самому интересному. К дегустации. Так что тарелку с вилкой в студию. Так. Какую нам баночку выбрать? Ну подсказывайте, какую на выбор. Давай любую вот так вот. Вот эту. Вот эту баночку. Вот. Даже плавнички цвет не поменяли. Открываем. О, открылась. Рыбные консервы. Так. Ну что, приступаем. Вкусно? Чуть-чуть немножко получилось соли больше. Все-таки не 3 ложки получается надо. Я с горочкой ложил. А мне кажется, вровень надо ложить. Ну совсем немножко, даже практически не ощущается, но немножко. Совсем немножко получилось чуть больше соли. А так, вот она. Получается, рыба полностью сварилась, приготовилась. Сейчас посмотрим, отварились ли косточки. Берем вот такой позвоночник. Вот позвоночник. Все разварилось. Как раз можно будет позавтракать. Так что, друзья, первый блин у нас получился совсем не комом. Он даже получился очень вкусным, красивым блинчиком. Так что не надо теперь покупать там консервы в магазинах. Делаем все сами. Сделаем заготовочку с рыбы. Сделаем рыбные консервы. Дальше, я так думаю, мы сделаем заготовочки с уток наших, утиные консервы. А также можно будет делать каши, всякие там тушенки, каши с мясом, картошку с мясом. Ну, рецептов очень и очень много. Также можно консервировать и овощи. И, в общем, книга рецептов есть. Вот она, книга рецептов. Здесь куча всяких разных рецептов. Ну и в завершение, друзья, хочу вам сказать, кого заинтересовал данный автоклав, заходите по ссылочке, оставлю в описании. Ну а кто решит приобрести, имейте в виду, что указав при заказе промокод КОМИ, вы получите скидку 3%. Готовьте сами, готовьте с нами, готовьте лучше нас. Спасибо всем за внимание и всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.